وصحيح у меня глаз я вообще хамбар гжбал заха хлорсон зрение дая. Тохнштина нормально хэтсон бадас, ну полностью дикатзам бомбаться варки. А так глаз му варгитсан лор сунлечиши дик хожжи балдарят. Бабушка Хадижат в свои 66 лет жалуется на проблемы со зрением. Уже неделю она проходит лечение в глазном отделении Ингушской республиканской клинической больницы. Пациентов с такими жалобами здесь десятки. Каждому оказывается своевременная и качественная медпомощь. Например, Айшат Шаулиева делится, если бы не медики и РКБ, она бы частично потеряла зрение. Декатин, медперсонал, деке хан-хана, мех и тох. Могло елесен, давление звезд, деклорс, бас. Высококачественная помощь для пациентов с плохим зрением стала еще доступнее. В глазном отделении закупили дорогостоящие препараты для больных с макулодистрофией. Это возрастное заболевание, которым чаще всего страдают люди преклонного возраста. Также инъекции необходимы для диабетиков с отеком макулы. Поступило 3 препарата, это Луцентис, Элия и Лаксалан. Это современные препараты, которые применяются в офтальмологической практике для лечения возрастной макулодистрофии, также при заболеваниях, таких как диабетическая ретинопатия. При этом заболевании может возникнуть осложнение, макулярный отек. Вот для этого эти препараты необходимы. Это современные, дорогостоящие препараты. Раньше у нас их никогда не было. Делается препарат этот не то чтобы на усмотрение врача, под контролем определенных методов обследования. Кому нужно в месяц раз, кому нужно в полгода раз. Это делается вот так вот однократно. Кому-то хватает и 1 укола, кому-то до 3 уколов. Сделать инъекцию можно будет абсолютно бесплатно. Лекарственные препараты хранятся строго с соблюдением температурного режима. Например, эти препараты, которые к нам поступили, дорогостоящие, их мы храним от 2 до 8 в холодильнике. И имеются у нас 2 термометра, ведется журнал для измерения, заполняется все по графику. Врачи и РКБ признаются, лекарственные препараты были просто необходимы. Они сэкономят не только деньги, но и время больных. На выезде наши больные платили за каждый укол по 40, по 50 тысяч, там зависит от препарата, какой используется. Я думаю, что для нашего населения это большая помощь. Благодаря нашему руководству, мне кажется, очень значимо это для нас и для нашего населения. Развитие системы здравоохранения продолжается. Скоро пациенты и РКБ смогут проходить лечение в новой больнице. Еще в мае текущего года вопрос строительства в регионе нового многопрофильного медучреждения затронул в ходе встречи с президентом России глава Ингушетии. Зелимхан Калоев, Молдгирей Ахильгов, Магаз 24.